Здравствуйте. В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Ковидные госпитали возвращаются. 2 октября мы открылись, и за 3 дня мы заполнились. Прирост в республике небольшой, но меры уже принимаются. О них Вероника Гайнудинова. Работы уже заканчиваются, а денег все нет. Дорогу сделал, денег до сих пор мы не знаем, когда будут. Почему задерживается софинансирование затрат садоводов, разбирался Слава Мухаммадуля. Неприятное появление. Я даже не знаю, как его описать. Больше похоже на какой-то газ. Что за запах мучает жителей Советского района, выяснял Дмитрий Аренин. Экзотика в центре села. Интересно, вот приехали, нам сказали, что в Утамише появились верблюды. Мы не поверили, вот пришли смотреть. Как во дворе у простых жителей Черемшанского района оказались верблюды и как они акклиматизировались? Филюза Хамидуллина. В Татарстане увеличился ежедневный темп прироста новых случаев ковид. Его в республике не фиксировали больше 2 месяцев. При этом оснований для возвращения ограничительных мер нет. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Потяшина. А Минздрав сегодня призвал не атаковать центры компьютерной томографии при малейших симптомах ОРВИ. Эпидобстановку в республике представит Вероника Гайнудинова. Я врач-травматолог вообще по специальности, но приходится приходить, помогать. Ковидной вновь стала 12-я горбольница Казани. 11 сентября только выписали последних ковид-пациентов. Потом дезинфекция больницы, врачи ушли на 2-недельный отдых. 1 октября планировали вернуться к своей обычной работе. Не получилось. Как будто ничего и не было этих 2 недель. Все началось то же самое, как 1 июня мы начали с незнакомым заболеванием. Столкнулись. Сейчас, конечно, сама болезнь знакомая. Это работа нам знакомая и условия. Но за 2 октября мы открылись, и за 3 дня мы заполнились, уже ни одного места нет свободного. В госпитале сейчас 94 человека с пневмонией разной степени тяжести и самых разных возрастов. Самому молодому – 21 год. Ковид-госпиталем сегодня снова стала и 5-я горбольница Челнов. Хотя свою работу как инфекционка она прекратила только 5 августа. В Автограде 2-й день нет новых случаев ковид. Но, по словам представителей Минздрава, надо быть готовыми к худшему развитию ситуации. Также в Челны прибыли новые аппараты ИВЛ, рентгена и компьютерной томографии для местной инфекционки. Центры компьютерной томографии по всей республике сейчас работают с перегрузкой. За диагностикой все больше обращений. Эльмира Салимова неделю лежала с температурой. Тест на ковид отрицательный, но, говорит, дышится тяжело. Вот и пришла на КТ, но по назначению врача. Пришла, чтобы себя успокоить, чтобы не было у меня, чтобы были легкие чистые. Практика нашего центра показывает, что именно РКТ легких выросло у нас в 3 раза. А по рекомендациям все-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни лучше не проводить рентгеновскую компьютерную томографию легких, потому что даже если у вас появились симптомы, мы можем не увидеть еще на этой стадии на самой томографии в легких инфильтрацию пневмонии. Не спешить делать компьютерную томографию без назначения врача призвали сегодня жителей в Минздраве. Мы население просим отнестись с пониманием к тому, что я говорю, с точки зрения того, что КТ это не является скрининговым методом. Не надо, пожалуйста, атаковать КТ-центры при чувстве першения в горле. У нас очень много таких пациентов, которые хотят делать именно в части как скрининг КТ, а вдруг там что-то есть. 2-й день в Татарстане фиксируют и прирост заболеваний ковид. При этом в республике, говорят в Роспотребнадзоре, нет оснований возвращаться к жестким ограничениям. На сегодня, например, вот эти 28 случаев за последние сутки, мы не видим, это единичные случаи. Это единичные случаи в трудовых коллективах, это единичные случаи в семьях. Мы не видим такого, знаете, широкого какого-то такого распространения. У нас нет групповых очагов. Из 42 тысяч татарстанцев, вернувшихся с отдыха из Турции, 1500 человек так и не прикрепили свои результаты теста на ковид на портале госуслуг. На нарушителей уже составили 67 протоколов. Теперь их ждет суд и штраф от 15 до 40 тысяч рублей. На фоне напряженной эпидситуации в стране растет и количество заболеваний ОРВИ. В Татарстане за прошлую неделю этот диагноз поставили более 21 тысячи человек. По этой причине на карантин закрыты 9 классов в 9 казанских школах. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, Адель Мендубаев, Михаил Любимов, ТНВ, Казань, Набережные Челны.
Репортаж из 12-й горбольницы и эпидемиологической ситуации в республике смотрите в программе «7 дней» в ближайшее воскресенье. В Татарстане сегодня зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Почти все в Казани и контактные. В России число заболевших за сутки продолжает приближаться к максимальному майскому показателю. Сегодня 11 115 новых пациентов. Самая большая динамика в Москве. Сегодня там 3229 инфицированных. Еще два региона, Томская и Курганская области, начали возвращать ограничения. В Курганской области, где сегодня 54 заболевших, школьники отправятся на каникулы на 10 дней раньше. В Томской области при 110 больных за сегодня приостановили плановую медпомощь и диспансеризацию. Из соседних с Татарстаном регионов сегодня больше всего заболевших в Ульяновской области – 148 человек. Предъявите билет и маску. Напомним, в Татарстане усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Сегодня масштабные проверки прошли в Челнах и Нижнекамске. Где нарушают и чем это грозит, выясняла Светлана Звонарева. Молодцы. Но далеко не все пассажиры достойны такой похвалы. Многие челнинцы продолжают пренебрегать правилами безопасности. Нарушителей сотрудники полиции обязаны вывести из салона и составить административный протокол. На вопрос, почему без маски, многие ссылаются на забывчивость. Торопился на прием к врачу и на работе все носим. Вот я просто как-то первый раз забыл. Я по глупости забыл. А так в целом не соблюдаются, потому что, не знаю, народ такой, наверное. Сегодня в рейд отправились и специалисты Роспотребнадзора в Нижнекамске. Их фронт работ – торговые точки. Особое внимание на меры безопасности для покупателей. А это наличие антисептиков, одноразовых масок и обработка поверхностей. Нижнекамцы к предъявляемым требованиям относятся с пониманием. Да, одеваю. Ну почему? Коронавирус, боюсь. Одеваю маску, да, потому что надо беречься. Одеваю сразу, в магазин, никуда не захожу, я без маски. Обязательно маску ношу. Проверяющие предупреждают, игнорирование требований помимо вреда здоровью несет и урон для кошелька нарушителя. Так, согласно Кодексу об административных нарушениях, размер штрафа для физического лица может достигать 30 тысяч рублей. Только в Казани с начала месяца выявили уже 550 нарушителей в общественном транспорте. В Автограде за прошлую неделю было составлено 329 протоколов. Светлана Звонарева, Любовь Захарова, Роман Гейтман, ТНВ, Нижнекамск, Набережные Челны. Неприятный и пока неуловимый. Министерство экологии республики продолжает искать источник запаха, который то и дело появляется в Советском районе Казани. Так, двукратное превышение сероводорода в воздухе было зафиксировано в понедельник на границе Самосыровской свалки. Что сегодня показали повторные замеры и какой круг подозреваемых, спросил Дмитрий Аринин. Уже несколько дней его нет. То есть, то нет, так и неприятном запахе, говорит жительница жилого комплекса на Мамадышском тракте Полина Терещенко. Здесь женщина с семьей живет около года. Как вспоминает, проблемы появились летом. Не знаю, неприятный запах гари, стоит смог. Как говорят местные жители, неприятный дурман появляется в основном вечером. Правда плохой запах, да? Да. Когда? Вечером особенно. Я даже не знаю, как его описать. Больше похоже на какой-то газ. Кисловатый, пресноватый какой-то вот. Но не как воздух. По обращениям жителей замеры воздуха уже несколько раз делали в Министерстве экологии. В этот понедельник на Мамадышском тракте на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки пробы показали двукратное превышение сероводорода, а сегодня на этом месте превышений нет. Откуда запах, еще только предстоит выяснить. Можем предположить, что вот на данной территории есть предприятия, вот есть источники, которые могут быть потенциальными нарушителями. Поясним, что сероводород – это бесцветный газ. В больших концентрациях ядовит, огнеопасен. В природе встречается в составе попутных нефтяных газов, образуется при гниении белков. Также используется в химической промышленности для синтеза некоторых соединений, например, получения серы. Мы ничего не утверждаем, никого не обвиняем и никому ничего не предъявляем. Продолжаем на сегодняшний день мониторить, выезжать, проверять, смотреть документацию предприятий, которые находятся на данной территории. Проверки и пробы экологи намерены продолжать. Об ущербе и возможном наказании пока речи не идет. Как говорят, сначала нужно установить, откуда запах. В зависимости от того, кто виновник и какого рода нарушение, и будет определяться наказание. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Дорога есть, денег нет. Садоводы республики не могут получить деньги по программе софинансирования затрат. Это аналог сельского самообложения, но в этом случае заявки могут подавать только садовые товарищества, и на 1 рубль садовода приходится 2 от республики. Деньги идут на ремонт дорог, водопроводов и электроснабжения. Свою часть члены 114 товариществ в этом году собрали, а софинансирование до сих пор не получили. Почему, разбирался Салават Мухаммадуллин. Вот дорога есть, а денег еще нет. Вера Калмыкова разводит руками. Она председатель СНТ «Титан». В этом году здесь решили отремонтировать главную дорогу. Подали документы на участие в программе софинансирования. Собрали 1 700 000 рублей и еще в середине июля прошли экспертизу проекта. Уже октябрь, а деньги по программе до сих пор не поступили. Сказали, что можно начинать работу. Мы начали работу. Свои деньги проплатили подрядчику. Вот он купил материал, защебенил. Потом под гарантию взял вот сейчас асфальт, дорогу сделал. Если денежки не придут, я же говорю, меня в асфальт закатает. То, что вот на свои деньги у нас хватает денег, мы на это закупили трубы. В СНТ «Волжанка» тоже не стали ждать софинансирования и начали работы. Здесь запланировали ремонт систем водо- и электроснабжения. Собрали 2 700 000. Зима наступит, сейчас земля замерзнет, и мы уже ничего не сможем сделать. Надо как можно быстрее все это завершать. Вообще, по программе софинансирования затрат садовых товариществ можно заниматься ремонтом дорог, водопроводов и электроснабжения. Перечень, конечно, небольшой, но в то же время затратный. В прошлом году на программу из бюджета республики было выделено 83 миллиона рублей. В этом в ней участвуют 114 садовых товариществ. Во многих из них уже закрывают воду, а работы так и не могут начаться. Если мы не выполним до конца года, то у нас прекращается финансирование. У нас был такой случай, вот первый год, когда одно садоводческое товарищество не израсходовали 1 миллион, там что-то такое, потому что им уже прекратилось финансирование там 30 декабря. В 2019-м, по словам садоводов, деньги пришли в сентябре. Почему в этом году идет задержка и когда они придут? В Министерстве сельского хозяйства дали только письменный ответ. Руководством республики принято решение о выделении средств, если садоводы соберут деньги и подтвердят их банковскими выписками. Выделение дополнительных средств занимает определенное время. Главное решение принято. Ждем распоряжения Кабинета министров. То есть решение о выделении денег принято. Программа идет полным ходом. Вопрос в распоряжении. Когда оно будет, официального ответа мы не получили. В неформальном же разговоре нам сообщили, что деньги должны поступить садоводам в ближайшее время. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ. Казань. Снизить уровень преступности среди подростков и не дать вовлечь их в ряды ОПГ. Такую задачу перед правоохранителями, главами ведомств и руководителями районов поставил президент Татарстана на Республиканском совете безопасности. В заседании онлайн участвовал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев. Как отметил президент, важна совместная работа. Все чаще со стороны несовершеннолетних фиксируется насилие и отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Последний вопиющий случай – резонансное преступление, совершено 28 сентября в городе Зеленодольск. Убийство подростками таксиста. Подозреваемые задержаны, 2 из них состояли на учете. Полагаю, компетентные органы выяснят, какая профилактическая работа с ними проводилась. По словам президента, одна из причин правонарушений несовершеннолетними – распространение криминальных субкультур в подростковой среде. Активно популяризируется преступный образ жизни в интернете и соцсетях. Уже есть попытки ОПГ создать свое молодежное крыло и вовлечь туда школьников и студентов. Сегодня нам надо принять меры по минимализации воздействия криминальных субкультур. Наша задача – снижение уровня преступности несовершеннолетних, недопущение их негативного влияния на других подростков. Преступность несовершеннолетних требует решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Мы понимаем, что только усилий правоохранительных органов здесь недостаточно. Нужна целенаправленная совместная работа всех органов власти, как республиканских, так и муниципальных уровней. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Вековой юбилей. В своей деятельности вы можете полностью рассчитывать на поддержку со стороны республики. С какими итогами встречает его КГМА и какие цели ставит, расскажет Алия Хайрудинова. Когда душа поет.
Долгожданные аккорды фестиваля «Балкыш» прозвучали на казанской сцене. Как серебряные звезды сквозь года сохраняют весну в сердце, узнала Наталья Мезина. Вы пример верного служения медицине. Так начал свое приветственное слово президент Рустам Минниханов на вековом юбилее Казанской медицинской академии. Это одно из немногих в стране профильных учебных заведений, которые и в голод, и в Великую Отечественную войну продолжало свое дело. Историю КГМА описали Вишневский, Мазур, Сеченов, Бехтерев, Груздев. Их имена – это золотые страницы истории отечественной медицины. Кто пишет историю сегодня и какие вызовы сейчас стоят перед будущими медиками, знает Алия Харудинова. Сегодня в зале те, кто посвятил свою жизнь медицине. Это не просто врачи, это ученые и педагоги, светила медицинской науки. Сегодня их альма-матер 100 лет. С юбилеем поздравил и президент Рустам Минниханов. Уверен, вековые традиции и накопленный опыт позволяют Академии реализовать самые смелые научно-образовательные идеи и проекты. Профессорско-преподавательский состав и далее будет примером верного служения профессионального духу. В своей деятельности вы можете полностью рассчитывать на поддержку со стороны республики. Сегодня медакадемия – это 37 кафедр. Здесь готовят врачей по 40 специальностям. У медицины Татарстана есть свое особое место в истории. Наших врачей знают и ценят не только в масштабах страны, но и за ее пределами. Сегодня главное внимание педагогам, тем, кто воспитал не одно поколение врачей. Венера Шакирова уже четверть века врач-инфекционист. 12 из них преподает в Казанской медакадемии. Сегодня домой она вернется заслуженным врачом Татарстана. Инфекционисты это сейчас на первом месте, и им очень трудно приходится. И приходится и помогать, и учить нам, как специалистам медакадемии, и как врачу-инфекционисту тоже приходится работать. Медали за доблестный труд, отличник здравоохранения, почетные грамоты Министерства здравоохранения России. Всего 11 наград. Из них 4 федеральные. Очень отрадно, что я получаю эту награду именно в год столетия Республики Татарстан. Я родилась, выросла в Республике Татарстан. Горжусь своей родиной. И, конечно же, я хочу быть гордостью своей родины. Наверное, за труд ежедневный, бескорыстный труд, который выполняется с удовольствием всю жизнь. Им аплодируют сегодня. А были те, кто стоял у истоков татарстанской медицины. Александр Вишневский сделал новокаин не просто обезболивающим, а разработал метод лечения и обработки глубоких ран. Его мазь дала старт бальзамическим повязкам для самых опасных воспалений. Все открытия актуальны и сегодня. А еще был Мазур, Сеченов, Бехтерев, Груздев. Подготовили около 1 миллиона врачей за это время обучили. Мы обучаем ординаторов, аспирантов готовим. Ежегодно только мы обучаем около 10 тысяч врачей. Это повышение квалификации, переподготовка. Ковидный мир сегодня бросает новые вызовы и требует новых решений и подходов. А значит, и первый вызов на новый век в истории КГМА принят. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин. Президенту России исполнилось 68 лет. Вместе с татарстанцами главу государства поздравил Рустам Минниханов. Яркий ролик президент республики выложил у себя в Инстаграм. Улучшаются дороги, парки, благоустройство. Поэтому ждем вас в гости. Приезжайте в Казань. Будем рады вас видеть. Счастья вам и здоровья. С днем рождения! Уважаемый Владимир Владимирович, Татарстан искренне поздравляет вас с днем рождения и желает процветания нашей Родине. Аутлет-деревня, новые развлекательные площадки и торговые центры. Сегодня президент Рустам Минниханов ознакомился с проектом дальнейшего развития Иннополиса. Это строительство жилья, офисов и научно-производственных центров. Рустаму Минниханову представили проекты новых жилых кварталов, в их числе арендные, индивидуальные дома эконом- и комфорт-класса. Президент отметил, жилой фонд Наукограда в первую очередь должен быть ориентирован на тех, кто здесь работает, поэтому следует четко соблюдать баланс жилья и рабочих мест. В серебряной тональности. В Казани сегодня талантами блистали те, кому 55+. Фестиваль «Балкыш» завершился гала-концертом. В этом году впервые отборочный этап проходил в онлайн-формате. Пришло 25 тысяч заявок. О тех, в чем сердце всегда поет весна, расскажет Наталья Мезина. Со
Состоится ли фестиваль «Балкыш»? Этот вопрос задавался всем населением Татарстана категории 55+. Ну как не быть, вы только послушайте эти голоса, посмотрите на эти костюмы, которые шились ночью напролет. И все для того, чтобы сегодня выйти на эту сцену и засиять. 285 бриллиантов и один ярче другого. Самородков искали по всему Татарстану. Ансамбль «Лейсан» на сцене уже 7 лет. Говорят, пение никакие маски не испортят. Нет, не мешает. И в масках можно, оказывается, петь. Из-за пандемии и зрители, и артисты строго в масках и социальная дистанция. Сегодня здесь поют, танцуют, зажигают на баяне и флейте. Правило одно – серебряный возраст 55+. Яфье Хафизову 63, и отдыхать он не собирается. Вместе с рабочим коллективом трамвайного управления Набережных Челнов они создали ансамбль «Колесо». Своим выступлением покорили уже не одну сцену. Опыт есть, на сцену выходишь, там сразу говоришь, я могу без работать, и все. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Будьте уверены, мы и дальше будем этот фестиваль продолжать. За 6 лет фестиваль стал визитной карточкой Татарстана. Число участников увеличилось в 7 раз. В этом году отбор прошел совершенно в новом формате. Съемочные группы объехали 47 поселков и деревень, чтобы отыскать таланты. Мы получили 72 часа непрерывного контента выступлений наших ветеранов. Расширили и зрительный зал. Для тех, кто не смог попасть на концерт, сам смог увидеть представление из дома. Первый онлайн-концерт посмотрели 32 тысячи человек, а этот концерт посмотрим. Исполнители очень интересные, очень колоритные. Голос хороший и задумана мизансцена хорошо. С удовольствием ходим. Это настроение поднимается. Фарид Мухаммедшин отметил, что именно с таких жизнелюбов надо брать пример молодым. Поведение души, и мы за это вам очень признательны. Я хочу выразить и свою признательность, и передать добрые слова президента нашей республики, первого президента Шаймиева. Председатель Госсовета Татарстана наградил медалью за доблестный труд Нину Васильевну Валиуллину за активную общественную деятельность и вклад в развитие ветеранского движения республики. Из года в год участники фестиваля «Балкыш» доказывают, у таланта нет возраста, ведь главное – не стареть сердцем. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстан с начала года экспортировал сельхозпродукции на сумму более 200 миллионов долларов. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зябаров сообщил во время своего выступления на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Традиционно она проходит в Москве в начале октября, на этот раз в онлайн-формате. Продукцию республики на интерактивном стенде представили 3 предприятия. Казанский маслоэкстракционный завод, комбинат «Майский», Республиканский информационно-вычислительный центр. Побывать на самой большой в стране агропромышленной выставки может любой желающий. Достаточно зайти на сайт золотаяосень2020.рф. Благодаря хорошему урожаю мы обеспечили сырьевой составляющей наших основных экспортеров. С ними мы находимся в постоянном взаимодействии. Запланированный объем экспорта на текущий год они также подтверждают. Кроме того, активно работаем над развитием экспорта продукции «Халяль». С начала года мы взяли курс на развитие данного направления. Разработали стратегию, и сейчас объем экспорта этой продукции составляет более 1,5 миллиона долларов. Завтра в Татарстане будут чествовать тех, кто растит хлеб и обеспечивает продовольствием всю республику. Торжество приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этой сфере занято около 90 тысяч татарстанцев. И сейчас АПК республики – это не просто современное производство и высокотехнологичная переработка, но еще и интересная для туристов сфера – агротуризм. В республике есть немало хозяйств, где разводят самую настоящую сельскую экзотику. И сейчас мы отправляемся в село Старая Утямышево Черемшанского района. Здесь появились верблюды. О том, как корабли пустыни адаптируются к татарстанской глубинке, увидела Филиза Хамидуллина. Они едят все, что каждый день по 2 тыквы даем. Тыква, ведро моркови, арбуз, дыня и так каждый день. Такому рациону позавидовали бы гурманы. А еще верблюды любят лук. Съедают его ведрами, говорит хозяин Раис Фалихуддинов. Здесь заброшенный участок у нас вон есть. Все бурьян уже кончают, помогают нам. Они же привыкли к колючкой кушают за ней. Вот здесь тоже вот им в охотку. Так-то сено вон, тюками сено привезли. Появились двугорбые здесь месяц назад. Сын Раиса Фалихуддинова работал в передвижном цирке. Его закрыли из-за пандемии. Так и пришлось 3-летних Аду и Тутту отвезти в деревню. Этому все, это болезнь виновата, вот это. Вот. В закрытых помещениях запрещено скопление народов, допустим, зрителей.
Вот из-за этого закрыли, пришлось туда вот определить. Особого ухода за кораблями пустыни не нужно. Едят меньше коровы, но прибыли было бы больше, уверен хозяин. Ценный мех и полезное молоко. Пока новые поселенцы живут в огороде, к зиме переселят их в теплый сарай. Каждый верблюд весит по 8 центнеров. В еде они неприхотливы и к нашему климату уже адаптировались. Интересный факт. Верблюды боятся собак, а вот к людям привыкли. Главное, не бояться их самому. Вот гостинцы привезли мы им витамины, чтобы они были здоровы, не болели. Кушайте на здоровье. На диковинку посмотреть приезжают даже из соседних районов. Теперь огород Фалихутдиновых стал достопримечательностью. В 21 веке это не диковинка, если честно сказать. Всякое может быть в жизни, и слоны появиться. Просто, знаете как, интересно. Вот приехали, нам сказали, что в Итамише появились верблюды. Мы не поверили, вот пришли смотреть. Первый день вообще тут был ажиотаж. Там практически на улице стоять негде было. Там и старый млад все прибежали. Фотографируются, позируют, и тут целая фотосессия. Теперь Фалихутдиновы всерьез задумались о разведении верблюдов. Это не единственный случай, когда татарстанские фермеры интересуются и разводят редких птиц и животных. Так, в Спасском районе уже есть верблюжья ферма, а в Пестерцах разводят страусов. Это не только прибыльно, но и помогает развивать агротуризм в республике. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Почему новому зоопарку Казани река Замбези понадобилась реконструкция на 500 миллиарда рублей? Подробности в интернет-газете «Реальное время». А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево погода не изменится. Облачно. Температура днем +11. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге осадки не ожидаются, несмотря на облачность. +11-13 градусов днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается малооблачная погода. Без осадков. Температурный фон не изменится. +10-11 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси сохраняется умеренное тепло. Без осадков. +14. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске аналогичная картина. Малооблачно, сухо. Тепло до +20. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки маловероятны. Днем ожидается комфортная температура. +13-14 градусов. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани в предстоящие сутки будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ночью около 8 тепла, а днем 14 градусов выше 0. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.